вас приветствовать в Театральном музее имени Бахрушина. У нас знаменательным для всех нас событие. Сегодня мы открываем выставку, посвященную выдающемуся режиссеру советского, российского, татарского театра Марселя Хакимовича Салимжанова. Ошаган белмей тураган беле, моның мәшәкатьләре күп булган, но выставка бик зур игътибар белән күп бөтен татар общественности бүген моны карады. Монда, значит, практически вся интеллигенция театр белән кызыксынган кешеләр монда барсы да җыелдылар. Бу выставканы бик зур кызыксынып карадылар. Для нас фигура Марселя Салимжанова близка и родственна. Тот фундамент, который он заложил в развитие татарского театра, и те прочные традиции, которые он сформировал за многие десятилетия руководства театром Камала, оказались настолько живыми и плодотворными, что потому как существует сегодня театр Камала, мы в этом сегодня убеждаемся с каждым новым спектаклем, с каждой премьерой. Те традиции, которые плодотворно сегодня держит в руках Фарид Равкатович Бекчентаев, подтверждают, мне кажется, вот те прочные основы, которые были взяты Фаридом Равкатовичем у Марселя Хакимовича. Но мне кажется, что самая большая память будет передаваться от ученика к ученикам, потому что я всегда говорю, что не проходит ни дня репетиции в театре, где бы не вспоминался Марсель Хакимович Салимжанов. Для нас это очень живой человек. Правда, очень живой человек. И все, что он заложил в меня, в своих учеников, в актеров, оно продолжает жить. В этом действительно, наверное, залог его жизнеспособности. Потому что, когда Роза Ханым пришла ко мне и показала цитаты, выбранные ею из выступлений, из интервью Салимжанова, и я вижу, что они вот здесь как бы представлены, я был очень удивлен, потому что для нас это не было литературой, для нас это не было текстом, для нас это было очень живым обращением к зрителям, к нам, к руководству, ко всем проживающим в Татарстане. Поэтому я был удивлен, Роза Ханым. Я благодарю вас, конечно, это ваша какая-то удивительная, как вы вдруг решились все это возродить? Хотелось показать все творчество Марселя Хакимовича в таком масштабе и в таком формате. В принципе, это впервые его как живого, как Фарид Равкатович сказал, живого. Во-первых, из личного архива мы вот впервые показываем вам его вещи. Гульнар Ханым нам любезно предоставила и кое-что оставит вам в дар музею, эти экспонаты. Вы знаете все, что он прекрасно играл в шахматы. Он был мастером спорта по фехтованию. И не был без слабости. Вы там видите несколько пепельниц. Играл, любил курить во время творческого процесса. Любил выходить на природу. Вот видите уникальные фотографии тоже из семейного архива. Там видите маленького Хайруллина и других актеров его окружения. Для меня это очень важно, потому что он был близким другом Анатолия Степановича Богатырева, нашего друга семьи. Анатолий Степанович Богатырев возглавлял театр в Нижнекамске 20 лет, до этого возглавлял театр Менделинский. Поэтому мы лично вот общались вместе на юбилее Анатолия Степановича. Была сегодня вся труппа Камаловского театра. Приезд Камаловского театра в Москву для татарской интеллигенции, любителей театра, это особо ожидаемое мероприятие. Люди у нас в основном любят, конечно, эстраду, любят татарские, значит, концерты, певцов раскрученных. Но есть такая категория людей, которые очень ожидают и приезд
этого театра. Мы в меру своих возможностей помогаем, значит, Челнинскому театру, Буинскому театру, которые сюда приезжают. Потому что искусство, театр – это прежде всего сохранение фольклора, сохранение наших обычаев, наших предков. Они поднимают историю, поднимают фольклор, наш быт. И очень много надо отдать должное камаловским спектаклям. Они очень смысловые, идеологически направленные. И сейчас, когда мы все заботимся о сохранении татарского языка, о сохранении татарского фольклора и татарской культуры, приезд театра Камала в Москву очень необходим. Любовь меня самого к театру как раз привили родители. У меня мать учительница татарского языка и литературы. Понятно, я перечитал всю библиотеку школьную, там сельскую, все произведения наших татарских писателей. И, конечно, когда уже на основании этих произведений ставил спектакль, было некое сначала ощущение, а увижу ли я то, что я вот прочитал. Я хочу сказать, что ни один спектакль нашего театра меня не разочаровал. Наоборот, я на некоторые ходил несколько раз. И в этом, конечно, огромная заслуга и Марселя Хакимовича, который вот так поднес нашу классику таким образом, что туда хочется ходить, хочется ее видеть. Бывает же не всегда так. Не все спектакли вызывают такое ощущение. Конечно, это наши артисты, которые под его руководством сумели все это так сделать. Biz big zor şakısı bizne. Min balaçaktan Marcel abının ismini işittim. Elde 90 yıllarda anın spektakllarını gördüm. Aşonda bütün anın icatı, bütün anın tırmışı koyulgan. Balaçaktan, biz görəbiz şonda türlü foto resimler elde 30-40 yıllardan. Bütün afişaları, gastroyları, kitaplarına bağışlangan. Big zor rahmet şol binaga, Bahruşin muzeyine, çünkü ol indi tatar, bizning Moskva tatarlarga, Kazan tatarlarga da dost bo'ldi. Ko'p mütterli ko'rinakli chiqishlar shunda o'tdi. Big zor rahmat Kamal teatrına. No eng zo'r rahmat endi aytamiz Ravza Xanum Sultanovaga, chunki ol anın ishi bilan, anın xizmati bilan, anın ijod ishi bilan shu ishlar bo'ldirila birinchi qatta gelindi. Şonlardan indi Ravza apaga big zor rahmet aytamiz. Agar da biz şoşunday ko'rgazmalarda o'zimizda Moskvada teatr bo'lgan bo'lsa, ko'pdan kerak edi уже. Biz o'zimizni ishki yoqdan, o'sish yog'idan, xalqimizni saqlaw, tilimizni yoqlaw yog'idan tag'in da olg'a atlagan bo'lar edik. Халық шушында келгешкіне, мына театрға келе, ол шушында оңлай. Қарады, біз бит милләт бит. Мына мында өзінің тілін иште, музыкасын иште, драматургияны иште. Гүммен сәнгатны ишетіп, кішіде біргіне тойғыты бар. Біздің халқымыз бар, біздің халық яши. Шушы фикір неде театрда халық күніне кіріп қала. Мына ол яқтан бүтін әйбірден үстін қазір уақытта. Çünkü kişi gerçekten okumuyor, kitap okumuyor, televizyon karamıyor, Tatarlık'ın birekte. Bana tiyatra geldim, o yüzünden özü tilese tilemesen de milli duygu yana. Gururlanma duygusu birden artistlerin oyunu bilen, sanatın yuvarlığı bilen hem dramaturginin bu arkasında. Şuna göre teki zamanda olmayan tesir tüküşü arttı degen söz. En kirek vakitte facia vatında. Bugünkü minge big zor şart edi. Açraşu Azgar abi Şakirov bilen, çünkü Azgar abi bilen bir kat biz kızıklı şunda konsertte birge katnaştık. Tufan Minulinga bağışlangan. O minge big yakın, indi zoru yakın şol bizden aktörlerden. In yakın kişi oldu. Minge big şart edi anı bilen bugün açraşırga, bugün söylerge. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы с учетом того, что год литературы, чтобы наши федеральные каналы больше внимания обращали, чтобы показывали, вы знаете, были у нас периоды, когда и на как региональных, на федеральных каналах, в части культуры, спектакли, они постоянно были. И мы в этом воспитывались, потому что воспитать может только через культуру, только через познание культуры других народов. Через это ты начинаешь уважать собственную. И нам нужно, чтобы особенно наше молодое поколение об этом знало.
Конечно, это еще большая впереди работа. Вообще у нас есть в планах много нам обращений, связанных с поддержкой именно литературы народов России. Переводы там, на русский, с русского там, на языки. Мы в рамках госпрограммы «Нацполитики» этим занимаемся, и будут определенные финансовые ресурсы, в том числе для этой работы. Алла бұйырса, мы это все сделаем. Біздің газетабызда Мәскәүдә чыга Татар дөньясы әйтелә. Анарда һәр вакыт Камал театрының актерлары турында статьялар чыга. Хәзерге беренче безнең саныбызда чыкты статья Рауза Хайрединова турында. Үткән елны вафат булды бу күренекле безнең актриса. Вера Минкина турында. Төрле безнең шәхесләребез турында статьялар чыга безнең газетада. Бүгенге выставканың минем өчен әһәмияте зур, чөнки ул театрда үз гомерен, театрга биргән үз гомерен Марсель Салимҗановны мин кайсы шәһәрдә булган очрашкан вакытта да аның театрына йөрдем, Уфада карадым, Мәскәүдә һәр вакыт карыйм, Казанның үзендә булганда карадым. Һәр театр, һәр спектакль Марсель Салимҗанов куйган. Кешенең тәэсиренә әһәмият итә һәм аның тәэсирендә кала. Шуның өчен мин аңа әйтәсем килә, ул татар халкы тормышында, татар яшәгән урыннарда алтын эзләр чыннан да калдырып китте дип мин горурланып әйтергә мөмкин. Марсель кебек кешеләр күбрәк булса, безнең мәдәният алга киткән. Мин Марсель белән һәр вакыт идәйин, конфликттайын, беләсездер инде. Мин чөнки милләтне бик итеп күрәсем килде һәр вакытта. Бийек милләт, бийек халкыбызның бийеклеге мине бик зур этәршләргә йөртте. Шуңа күрә минем күңелдә уйлыйм, Марсель бу тормышта шулай ук фикергә килер иде. Әгәр дә без үзебезне бийек милләт дип кабул итмәсәк, безне беркем дә бийек милләт дип кабул итми. Бер нинди халыкта, руслар бигрәктә. Шуңа күрә кайчан кешедә үзенең бийек милләт дигән сүзне әйтә һәм шуңа җаны белән, күңеле белән ышана икән, ул әлбәттә кешене, татар кешенең бийеклеген күрсәтә. Если можно дальше больше создавать молодежную труппу, передавать вот наших опыт аксакалов им, мы готовы поддержать создание этих молодежных труп. Я еще вообще говорю, в Москве нам нужен свой татарский театр, имеется в виду, у нас есть центр культуры, татарской культуры. Я уже неоднократно ставил задачу, чтобы там мы имели такую театральную, значит, пусть давайте начнем с маленькой труппы. Мы, думаю, это тоже задача вполне реализуемая, это тоже будет неким смыком там. Сегодня прозвучала очень интересная идея. Ее сказал Ильдар Ирикович Гильмуддинов, депутат Госдумы, о открытии в Москве филиала Камаловского театра. Ну, вообще, это, конечно, мечта для татар Москвы. Мы всецелым это поддержим и готовы это тоже поддержать и помощь посильную в этом оказать. Это было бы замечательно. Это было бы карьерный рост для татарских артистов и больше связь с Москвой. Һәр безнең Мәскәү татарларыбызны чакырабыз Бахрушин музеена, Павелецкая метрога, янында 1-2 минут сез үтәсез метродан и татар театрына керәсез, Марсель Салимҗановның иҗат дөньясына керәсез. Рахим итегез.